начала тогда. Что там за история с управделами президента? То есть какая-то, я так понимаю, семья Кимов на него хотят жалуются как бы главе государства. Не только на него жалуются, вообще на действия госорганов в целом, да, и не только мы жалуемся, но мы и намерены подать в суд на действия Туманбаева, на действия департамента. Чтобы сейчас, знаете, чтобы ничто я не пропустила, я, наверное, быстренько пройдусь по жалобе, которую я уже сдала 1 апреля. Жалоба была адресована на имя президента Кыргызской республики, заместителя председателя кабинетов министра и председателю ГКНБ Ташиеву, Совету безопасности и генеральному прокурору. Жалоба на действия руководителя управления делами президента Кыргызской республики и департамента государственных зданий при управлении делами президента Кыргызской республики. Чтобы, наверное, сэкономить время, я, наверное, лучше по-быстрому, да, пройдусь по жалобе. Все, конечно. Согласно статье 15 Конституции Кыргызской республики, в Кыргызской республике в равной степени признаются и защищаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Собственность неприкосновенна, никто не может быть произвольно лишен своего имущества. Часть 1 статьи 5 Конституции Кыргызской республики гласит, что государство и его органы служат всему обществу, а не какой-то его части. Несмотря на то, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской республике, управляющий делами президента Кыргызской республики Каныбек Туманбаев, злоупотребляя своими должностными полномочиями с целью извлечения выгод, преимуществ как для себя и для ЗАО «Бета Иншаат Ятырмажылык», под разными предлогами путем рейдерства против воли собственников пытается отнять у моих подзащитных Цой и Ким нежилое помещение общей площадью 165 квадратных метров, находящееся по адресу город Бишкек, Первомайский район, улица Исана, 87, которое принадлежит им на праве частной собственности. То есть непосредственно договор о купле-продаже, все это имеется, регистрация в госрегистре. Действия управления делами президента Кыргызской республики в лице Каныбека Туманбаева и директора департамента государственных зданий при управлении делами президента Кыргызской республики Толонова ЧТ вызывают не только возмущение, но и огорчает, ведь ответственная должность доверена лицам, которые измываются над гражданами Кыргызской республики. Дело в том, что фактически земельный участок, где расположено недвижимое имущество Ким и Цой, видимо, приглянулся ЗАО «Бета Иншаат Ятырмажылык». Ведь дом 87 по улице Исанова находится по соседству с торговым центром «Бета-1». Так, в целях предоставления данного земельного участка управления делами президента Кыргызской республики и департамент государственных зданий при управлении делами президента Кыргызской республики с июля месяца 2023 года начали активные действия в отношении собственников нежилых помещений государственного здания по адресу город Бишкек, улица Исанова, 87. Первоначально представители вышеуказанных органов, имея наглость в высшей степени и без угрызения совести, организовав встречу в Доме правительства, и вовсе предложили собственникам передать на безвозмездной основе государству. То есть здесь нужно понимать, что, понимаете, просто люди, должны отказаться от своего имущества в пользу государства. Я понимаю, если это было бы военное время, да, пользовались бы данным имуществом, но сейчас у нас мирное время. Нежилые помещения ввиду того, что усугубилась ситуация с обеспечением государственных органов необходимыми служебными помещениями в связи с ограниченным количеством государственных зданий и помещений. Якобы данный вопрос усугубляется из-за отсутствия финансовых средств и земельных участков в городе Бишкек, что в свою очередь привело к невозможности нового строительства и пополнения существующего фонда государственных зданий. Данный мотив является и вовсе абсурдным по следующим обстоятельствам. С назначением на должность председателя ГКНБ Камчебека Кадыршаевича Ташиева, никому не секрет, что бюджет государства пополняется как никогда. И по практике я знаю, вчера, позавчера или сегодня я видела в соцсетях, что якобы если зайти на сайт, что в бюджет поступали только столько денег, хотя я как практикующий юрист могу сказать, что конкретные даются счета и пополняются
на счет государства, да, то есть непосредственно он не только в денежном виде пополняет бюджет государства, но и жилыми и нежилыми объектами. Это никому не секрет. И если один человек делает работу, пополняет бюджет государства, тогда нужно уже спрашивать с тех людей, куда этот бюджет и попадает, да, вот, куда тогда эти деньги потратились, если они ссылаются на то, что у государства нет денег построить новое здание и обеспечить своих работников рабочим местом. Второе, это в части отсутствия земельных участков для строительства нового здания на территории города Бишкек. Окей, если у вас отсутствует, но у вас там многие земельные участки переданы в аренду. При таких обстоятельствах вы можете обратиться в мэрию, мэрия может расторгнуть договор аренды правильно и предоставить участок для строительства нового здания. То есть тут много ума не надо. Но нет, они решили уже действовать дальше, да? Они предложили, им отказали, и вот, не достигнув желаемого результата, в последующем, в ноябре месяце 2023 года предоставили бланк договора о долевом участии, где ЗАО «Бета Иншаат Ятармажилых» Ятармажил как сторона 1 осуществляет строительство многоэтажного, многофункционального торгового центра с офисными помещениями и подземными автопаркингами. Стороной 2 выступает как ГП Департамента государственных зданий Управления делами президента и правительства Кыргызской республики и дольщики. То есть собственники нежилого помещения. Ввиду отсутствия уточнения сроков завершения строительства, также договор не соответствовал действующему законодательству и не был предоставлен утвержденный архитектурный проект нового здания, собственники отказались заключать данный договор о долевом участии. И основным мотивом для отказа принятия данного предложения было то, что собственники на сегодняшний день, то есть они договор подписывают, но уже должны отказаться от своей собственности в пользу государства. Ну что за маразм? Вот, это что за наглость, понимаете? Дальше, и этого обратно же здесь тоже положительных результатов не достигнув, далее они, тогда, не добившись положительных результатов, Департамент государственных зданий при управлении делами президента Кыргызской республики направило уведомление, что 23 января, прям им на руку, да, это все было, 23 января 2024 года на территории Кыргызской республики произошло землетрясение 6-7 баллов. И в связи с тем, что зданию 8-7 по улице Исанова города Бишкек уже более 45 лет, и облик здания выглядит физически изношенным, был направлен запрос для устранения рисков чрезвычайного положения и безопасности жильцов чрезвычайного положения. То есть первый вариант не получился, второй вариант у них не получается, и им на руку, конечно, здесь землетрясение было, и именно это здание нужно проверить, никакое другое. То есть у нас 1000 объектов, наверное, постройки 50-х, 60-х, 70-х годов, которые более устойчивые. Они именно на этот объект отправляют запрос, то есть сейсмоустойкий ли он или нет. И как вы думаете, конечно же, согласно заключению Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования Госстроя при Кабинете министров Кыргызской республики, от 28.02.2024 года трехэтажное государственное здание 1975 года постройки, расположенное по адресу город Бишкек, улица Исанова, 87, не считается сейсмостойким. То есть уже быстренько и заключение дали, да, что она не сейсмостойкая. Вот я бы здесь хотела бы, обратно же говорю, до этого я повторилась, сколько у нас зданий. Вот у нас из новых зданий сколько крыш полетело. Да, вот, элементарно, даже не говоря о том, что когда было землетрясение. С ветрами у нас что было после этого штурма вот этого? И машины пострадали, и люди пострадали, да? Нет, вот именно это здание нас интересует. И, дальше продолжим, наверное. Видимо, господин Туманбаев не может разграничить свои права на занимающем им должности. И к его сведению, несмотря на все подготовительные действия, то есть нормы досудебного порядка, то есть он сейчас ведет активные переписки, не сколько он, да, вот департамент подчиняется ему, они ведут активные переписки
пытаются, как бы сказать, придерживаться норм досудебного порядка. То есть они отправляют уведомления, эти уведомления до этого были, я хотела вам предоставить, что-то папку забыла, оказывается. Отправляют, то есть сообщают о том, что есть заключение, что здание не сейсмостойкое. Но при всем при этом, сейчас я вот дальше, если продолжу, уже ясно будет, да, что интересно, заключение есть только у них, а у других владельцев нет. Хотя обязаны им предоставить. Вот на сегодняшний день почему мы не можем в суд подать? Потому что мы не можем заключение получить, а нам его не дают. Нас кормят завтраками, и его и не дают нам. Почему? Потому что даже при проведении данной экспертизы они обязаны были уведомить владельцев и в их присутствии провести эту экспертизу. То есть там даже ни осмотра, ничего не было. Если, может быть, они у себя там где-то что-то, но с участием моих подзащитных этого проведено не было. То есть они там, я у них спрашиваю, я говорю, что трещина в доме есть или что? Они говорят, нет, ничего нет. Если их фасадная часть не устраивает, окей, вы же отвечаете за это имущество, правильно? А что вы тогда столько лет ничего не делаете, не предпринимаете, никакие ремонтные работы не проводите? Ну, приведите его в соответствие, если он, я не знаю, как-то портит вид города. Покрасьте, побелите, я не знаю, приведите в соответствие тогда. Ну, они же этого не делают, им легче же взять и снести, а не то, что есть, сохранить, да? Хотелось бы огорчить гражданина Туманбаева. Сейчас определенный момент. Ведь собственники нежилых помещений не были уведомлены, как я и говорила, о проводимом исследовании на сейсмостойкость. Более того, не участвовали при осмотре здания, а именно их помещения, да их помещение не осматривалось. Более того, собственники не получали уведомления о проведении... Сейчас, подождите... собственники не получали уведомления о приведении в соответствие здания. Даже само заключение не было им предоставлено. Соответственно, данное решение может быть оспорено собственниками, что мы и собираемся делать. Далее, согласно статье 45 ГПК Кыргызской Республики, только орган прокуратуры наделен правом обращаться в суд в интересах граждан. Но не Управление делами президента Кыргызской Республики и Департамента государственных знаний при Управлении делами президента Кыргызской Республики. Я уверена, что государственный орган, расположенный в здании 87 по улице Исанова города Бишкек, находится на праве аренды. Необходимо уточнить у налогового органа, когда и кому они обращались о расширении или предоставлении им дополнительной площади. Я более чем уверена, что, знаете, если даже были такие просьбы со стороны госоргана, да, расположенного в этом здании, то есть они должны были мотивировать, в связи с чем нужно расширяться, в связи с чем им должны предоставляться кабинеты. То есть они, в принципе, точно так же могли бы заключить договор с теми же собственниками, да, первого этажа и арендовать у них помещение, если им это необходимо, да. Это же тоже выход из ситуации, правильно? Также прошу обратить внимание на то, что уведомление от 28.08.23 года, где восхваляет деятельность налогового органа, пренебрежительно относятся к собственникам. Ведь собственники также принимают участие в пополнении государственного бюджета государства, уплачивая налоги. То есть они именно в уведомлении пишут, вот налоговый орган, там... принесли государству-то такую пользу, то есть, ну, как бы, грубо говоря, типа, вы никто, да, вот, мы для них это должны делать. Подождите, они же, сдавая в аренду свое помещение, они же тоже выплачивают предусмотренные налоги, значит, со стороны собственников тоже есть вклад государства, свои обязательства они перед государством исполняют. Фактически, управление делами президента Кыргызской Республики в лице Туманбаева недружественно поглощает имущество собственников и право собственности, которое осуществляется с использованием недостаточности правовой базы и с коррупционным использованием государственных и административных ресурсов, как в данном случае использовали Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования Госстроя при Кабинете министров Кыргызской Республики. То есть здесь он непосредственно использует административные ресурсы. Да, вот
при достижении своих целей определенных, я могу изложить свои доводы, свое мнение, почему это так, да, вот, ну, потому что этот земельный участок нужен не сколько самому Туманбаеву, не сколько государству и государственному органу, да, налоговому, который там расширение, там, я не знаю, предоставление, а этот участок больше нужен за бета. То есть изначально, в принципе, это было заложено, они хотели одним путем, а потом уже предоставляя типовой договор трехсторонний, да, то есть они уже здесь карты раскрыли, да, кому? Якобы, наверное, что бета будет строить многоэтажное многофункциональное здание, и там же они получат определенную квадратуру для госоргана, да, вот, ну, как бы в собственность. И есть определенные, здесь, понимаете, он не будет просто действовать в интересах государства. Если он так унижает, принижает непосредственно других граждан и пытается просто-напросто отобрать их имущество, значит, у него есть определенный свой интерес. Почему? Потому что мы, когда начинаем работать, и если этот человек непосредственно является каким-либо руководителем, да, в каком-нибудь госоргане, либо такой личностью, которая может сыграть определенную где-то роль, но мы же тоже информацию собираем. И знаете, и до этого, в принципе, люди обращались ко мне по отношению к действию Туманбаева, да, с его стороны много таких моментов есть. И хорошо бы было бы, если наш президент, господин Садыр Нуркожоевич, обратил бы на это внимание и пресек бы, а не так бы, как вчера-позавчера. Просто, ну, как бы это тоже определенно вызывает возмущение. То есть, я не знаю, между ними какие-либо, да, вот министр здравоохранения и депутат Джусупбек Кургумбай-Улу. Да, Кургумбай-Улу. То есть человек... Если даже вот я там отрывками только в соцсетях увидела, то есть человек говорит о том, что вот он после его назначения на должность, да, там он приобретает имущество там, здесь, да, ну как бы по справедливости, кем бы он тебе не был бы, близким человеком, не близким, да, вызывает он у тебя жалость или нет, ты должен сказать, да, пусть проверят эти доводы правоохранительные органы. Дай бог, у нас есть прокуратура, дай бог, у нас есть милиция, дай бог, у нас есть ГКМБ. Пусть проверят, и если это действительно так, тогда человек должен понести наказание определенное, правильно? Каким, если его вина есть, да, то есть была ли коррупция, то есть воровались ли государственные деньги, тогда человек должен понести наказание. Но не выяснив эти обстоятельства, говорить так, что нет, и заступаться, как Садыр Нуркожоевич делает, это неправильно. И я сейчас более чем уверена, сейчас после этого он тоже будет говорить, нет, Туманбаев не такой, хотя он знает, какой он. Он, зная, что какие-то определенные обстоятельства были под, элементарно, да, там, то есть, просто понимаете, сейчас у меня язык тоже, как бы сказать, короток, да, не могу много сказать. Почему? Потому что там определенные лица там консультировались, здесь консультировались. Есть моменты, о чем высшая власть знает, да, вот, ну, как бы, и после этого назначать этого человека на такую должность и доверять такому человеку, я так думаю, что это опаснее, чем мина. И вот я в своей же жалобе указала и задала вопрос президенту. Теперь хочу задать вопрос вам, господин президент Кыргызской республики Садыр Нуркожоевич. Мы живем, как прописано в Конституции Кыргызской республики, в правовом светском государстве или же в государстве, где каждое должностное лицо, выходя за пределы своих полномочий, злоупотребляя своим служебным положением, может рейдерским путем под поводом интересов государства, а фактически своих интересах и интересах третьих лиц лишить имущества граждан. Вот я бы с удовольствием хотела бы получить четкий ответ на данный вопрос. И с учетом того, что я понимаю, сейчас этот человек, конечно же, понимаете, я-то не могу реальные обстоятельства объяснить, да, Садыру Нуркожоевичу. Конечно, этот человек сейчас побежит и будет петь про свое, что нет, это не так, а вы не видели, а это то-то. Поэтому я и в своей жалобе просила начать досудебное разбирательство и назначить служебное расследование в отношении Туманбаева, да, какие цели он преследует, в чем аффилированность его, аффилированность есть ли между ЗАО «Бета», да,
и отстранить его от занимаемой должности в целях объективности, всесторонности и справедливого решения отстранить от занимаемой должности. Почему? Потому что если мы сейчас будем сидеть и молчать и как бы не доводить эти моменты до первого лица, почему? Потому что президент является главой государства, высшим лицом и возглавляющий исполнительную власть. То есть непосредственно за действие любого такого чиновника, который позволяет себе сверхъестественную наглость, в любом случае ответственность на нем лежит, на президенте. Поэтому он должен в этом случае разобраться понимаете, во всем. Потому что никто, получается, значит, не застрахован. То есть завтра, если Туманбаеву здесь и стукнет, и он захочет построить, допустим, да, вот на месте элементарно вот этого жилого дома, то есть гарантии нет, что завтра по экспертизе оно не выйдет сейсмостойким, и всех людей выселят, и они заберут таким образом участок. То есть это маразм уже. То есть свой народ грабить и отбирать то, что они наживали годами, да, вот, и обеспечивали, я не знаю, старость себе. Вот Цой, да, допустим, она работала, она продавала, вот, чтобы купить данный объект, она распродала свои контейнеры над Ордою, да, вот, ну, купила, отдала в аренду, то есть непосредственно помощь, как бы материальная помощь к ее пенсии, чтобы у нее нормальная, как бы достаточная старость была, да. И нет, не тут-то было. Почему? Потому что тут участок приглянулся Туманбаеву. Ну. И вот я, когда даже консультацию проводила, и вот они сидят, бедные, глаза 6/9, да, и вот этот страх непонятный, и вот я их слушаю, он говорит, даже он оказывается, сам лично присутствовал, понимаете, то есть есть моменты, что человек даже элементарно по-хамски ведет по отношению к гражданам. То есть вот так должно быть, и все, да? Ну хорошо, если так должно быть, ну выкупи тогда это здание. Выкупи, забери. А что тебя... Ну, вот тот же Бета могут выкупить, если вы не хотите за это платить, а кто сказал, что на этом свете можно все бесплатно все получить? Если он привык, если он так действует, значит определенно у него есть, может быть, привычка. Это должно он ответить. Но так и позволять дальше этому всему происходить, ну это уже перебор уже. Поэтому сейчас я через вас хочу довести до президента, но основное, я хочу обратиться к Камчыбеку Кадыршаевичу. Почему? Потому что в любом случае его определенные действия дают все равно какую-то гарантию, что, ну вот, даже элементарно, давайте мы с вами пройдемся, да, вот когда мы говорили за счет ломбарда, у меня это дело еще не закончилось, недавно только это в ГКМБ передали. Вот когда за счет ломбарда, пусть оно через время, но каким-то образом это тоже начало работать. Помните, уже начали ломбарды проверять, да, вот, ну как бы, когда у нас тоже статья была по поводу работы мэрии, что незаконные постройки есть. Доказалось же это все. И я знаю, что я более чем уверена, что если он сам начнет разбираться в этом, да, он много чего тоже интересного установит. То есть здесь и конкретно нужно цели человека понимать, для чего он это делает. Это не только в интересах государства. Если в интересах государства было бы, понимаете, нужно понимать, из чего состоит государство. Административная территория без населения, без граждан, будет ли она государством? Да не будет, конечно. И люди в любом случае, вот, допустим, есть моменты определенные, да, когда хочешь сказать, вот когда, помните, по налогам еще было, да, вот рынки, да, вот чтобы налоги платили, я вот тогда еще возмущалась, я говорила, а почему я должна налоги платить? Тот же торговец с рынка Дурдой, да, с такими же оборотами, у нас тоже та же самая аренда есть, у нас тоже свои затраты есть, но мы же платим налоги. А почему кто-то не должен платить, но при всем при этом требовать у государства, даже элементарно вот, начинают требовать от врачей. То есть они хотят бесплатной медициной пользоваться, но не вкладываются. Но пытаешься их оправдать, власть, да, оправдать, что мы должны, то есть мы, если хотим жить в нормальном государстве, процветать и продвигаться, тогда мы должны тоже вкладываться. Но когда ты вкладываешься и у тебя забирают, причем это наглым образом, это, наверное, уже, знаете, ни в какие рамки не входит.
Поэтому я еще слышала такие слухи краем уха, что якобы Туманбаева в премьеры готовят, да? Ну, если в действительности после таких действий таких людей еще выше будут продвигать, я не знаю тогда, что с нами дальше будет. Конечно, тогда этими всеми обстоятельствами будут пользоваться всякого рода проходимцы, которые будут за счет возмущения народа, которые выходят на митинги, да, всякого рода, они будут пытаться захватить власть. Вот, конечно, вот основа возмущений вот этих митингов, да, попытки захвата власти, кто создает? Нечестивые сотрудники создают. И все. То есть даже не то, народ-то выходит с возмущением, а пользуются этим-то, я же говорю, проходимцы. Вот, да, вот. Вот так вот получается. Поэтому я призываю исполнительную власть непосредственно уже обращать на такие моменты, где нарушаются права граждан.